Бойцы правила знаем, не нарушаем. У вас бой по ММА. 3 раунда по 3 минуты. Сетки, шорты не хватаем. Внимательно слушайте мою команду. После команды стоп прекращаем все действия. Пожали руки. По углам. Яхай, как говорится, да? Дождались. Да. Мурат легенда. Рамазанов исрапил против Ахталека Жалшибекова. Ну, физически, ну, в целом выглядит мощнее, конечно, Мурат. Почти 10 килограмм. Почти 10 килограмм. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, давайте. Пошел сразу Все, же сразу борьба. за борьбой. Оно и правильно. Сейчас будет пытаться, конечно, использовать преимущество в борьбе. И физическое. Не получается у него удержать у сетки. Все равно идет вперед. Есть тейкдаун у нас. Удержит ли он его, Ахталека? Ну, сейчас попытается, конечно, улучшить позицию для добивания. Прихватывает одну руку. Отлично. Да, вкладывается. Довольно-таки увесистые удары у Мурада. Еще раз. Отлично. Но нужно Ахталеку как-то показывать. Что-то делать. Одну руку он да. Да, встает на ноги, но для того, чтобы еще раз упасть, что сейчас будет? Тейкдаун? Да. Бросает, но пока без контроля. Знаешь, вот за счет вот физической мощи, да, сейчас Рамазанов больше контролирует. Но вот сможет ли он это делать все 3 раунда, вот это вопрос. Конечно. Попытается сейчас, конечно, взять позицию, колени, все легально. Не такой активный у нас получился партер, поднимает их сразу в стойку. Ахталеку ни в коем случае нельзя с ним бороться. В наглую просто действует Мурат. Да. Размашистый удар, сближение. Бросить, и не бросить. Тейкдаун. Как говорит Мурат, бросить, не бросить, взял, бросил. Мужской подход. Взял за ноги, есть тейкдаун. Да, и опять вот встает Ахталек, но это все, конечно, энергию требует очень много энергии. Понятно, что Мурат тоже устает, но Ахталеку это тоже легко не дается. Бьет, пытается. Сложно Ахталеку в физическом плане, конечно, против Мурада. Просто давит его сверху. Ну, знаешь, у него, наверное, сейчас должна быть одна установка конкретная — выжить первый раунд. Да. Потом уже будем надеяться, что Есть геймплан. что Исрапил устал. Но очень он агрессивно прям начал первый раунд. И, возможно, это ему потом аукнется в поздних раундах. Но вот вроде есть позиция, но пока не может найти ту позицию, чтобы безопасно так наносить удары. Ну, последние 10 секунд был ли смысл поднимать их в стойку? Но все-таки рефери решает поднять их в стойку для того, чтобы Мурат